Салем, достар! У нас второй урок казахского языка для начинающих. На этом уроке мы с вами поговорим о мягких и твердых словах и как они образуются. Какие окончания добавляются к мягким и твердым словам и что такое регрессивная ассимиляция. Как образуются мягкие и твердые слова? Слово твердое, если в нем присутствуют твердые гласные буквы А, О, А. Также в твердости слова вы можете быть уверены, если в нем присутствуют согласные буквы К и Г. Например, твердые слова балыкшы, аңшы, жұмыс, дос, аялдама, айлық, қоян, субұрқақ, тамақ, қайық. Давайте произнесем твердые слова. Шығарма, сұрақ, сағат, жазушы, аяз, жаңбыр. Давайте разберем мягкие слова. Слово мягкое, если в нем гласные буквы Е и согласные буквы К и Г. Например, өмір, есік, көрме, шешім, пәтер, терезе, теңізші, сүзбе, емші, дәрігер, тіл, жігіт, жүрек, әже, көше. Гласные буквы И и У встречаются как в мягких, так и в твердых словах. Но если в слове присутствует только буква И, то слово мягкое, исключая слово «мы». А если в слове присутствует только гласная буква У, слово твердое. Давайте произнесем твердые слова. Аққу, саусақ, ту, су, оқиға, бояу, жиналыс, ғимарат, қияр, туыс, дауыс, жауап, тауық, тау, сиыр. Давайте теперь произнесем мягкие слова. Жидек, ит, би, шие, әдебиет, киім, ине, иіс, игілік, жиен, әуес, кереует, кездесу, күйеу, уәде. А если в слове присутствуют мягкие гласные и твердые гласные, то чтобы определить, какое это слово, мягкое или твердое, мы смотрим на последний слог в слове. Например, твердые слова кітап, емхана, әуежай, театр, әнұран, емтихан. Эти слова твердые, потому что последний слог твердый. Давайте произнесем теперь мягкие слова. Заңгер, мұғалім, жолсерік, секция. Эти слова мягкие, потому что последний слог мягкий. Мы разобрали с вами, как образуются мягкие и твердые согласные. А теперь, друзья, переходим к правилу добавления окончаний к мягким и твердым словам. Если слово твердое, мы добавляем твердые окончания. А если слово мягкое, мы добавляем мягкие окончания. Это называется закон сингармонизма. Например, мектеп – это мягкое слово, поэтому мы к нему добавляем мягкие окончания. Мектептер, мектепке, мектепте, мектептен, мектептің.
Слово «кыз» – твердое слово, поэтому мы к нему добавляем твердое окончание. Кызга, кызды, кыздың, кызда, кыздан, кыздар. Окончания мен, бен, пен добавляются и к твердым, и к мягким словам. А теперь разберем, что такое регрессивная ассимиляция. Регрессивная ассимиляция – это воздействие последующего звука на предыдущий. Если к словам, оканчивающимся на согласные буквы «к», «х», «п», добавляются окончания, которые начинаются с гласной буквой, это все притяжательные окончания, такие как «ам», «эм», «ан», «эн», «а», «э», «аңыз», «әңіз», то «к» переходит в «г», «х» переходит в «г» и «п» переходит в «б». Давайте разберем на примерах, когда «к» переходит в «г». Көйлек, оның көйлегі, его платье. Шелек, менің шелегім, мое ведро. Есік, сенің есігің, твоя дверь. Жидек, оның жидегі, его ягода. Тілек, менің тілегім, мое желание. Кезек, оның кезегі, его очередь. Давайте разберем, когда «к» переходит в «г». Тарақ, оның тарағы, ее расческа. Аяқ, менің аяғым, моя нога. Сұрақ, сенің сұрағың, твой вопрос. Мысық, менің мысығым, моя кошка. Жақ, оның жағы, его сторона. Оқулық, біздің оқулығымыз, наши учебники. Давайте теперь разберем, когда «п» переходит в «б». Жауап, оның жауабы, его ответ. Сынып, біздің сыныбымыз, наш класс. Топ, оның тобы, его группа. Тақырып, оның тақырыбы, его тема. Есеп, оның есебі, его счет. Мектеп, менің мектебім, моя школа. Есть слова, в которых при присоединении притяжательных окончаний выпадает гласное в корне слова. Например, орын, менің орным. Әріп, оның әрпі. Дауыс, оның дауысы, оның даусы. Ерін, менің ернім. Қауіп, оның қаупі. Құлып, оның құлпы. Мойын, оның мойыны. Мүлік, оның мүлкі. Мұрын, оның мұрны. Халық, оның халқы. Правило регрессивной ассимиляции действует и с глаголами. Если глаголы в повелительном наклонении, которые оканчиваются на согласные звуки «п», «к» и «к», то при добавлении к ним суффикса «у» неопределенной формы, то тогда «п» переходит в «б», «к» в «г» и «к» переходит в «г». Например, «тык», «тыгу», «шық», «шығу», «жап», «жабу», «тақ», «тағу», «төк», «төгу», «соқ», «соғу», «тап», «табу», «тық», «тығу». На этом все. Если урок вам понравился, ставьте лайки и подписывайтесь. Если будут вопросы, пишите в комментарии, я вам обязательно отвечу. Келесі кездескенше сау болыңыздар.
На этом все. Если урок вам понравился, ставьте лайки и подписывайтесь. Если будут вопросы, пишите в комментарии, я вам обязательно отвечу. Келесі кездескенше сау болыңыздар.